Уважаемый господин проректор, уважаемый господин посол Франции, уважаемые профессора, преподаватели, все друзья, которые тут, вот, меня очень рад сегодня. Это для меня большая честь получить эту высшую награду. Я хотел бы поделиться своей радостью с моими коллегами и друзьями. Я имел удовольствие преподавать в факультете международных отношений в течение 15 лет. И сегодня я хотел бы поговорить о его будущем. Вот. Все мы жили в конце 20 века вокруг геополитической революции, вызванной исчезанием СССР, и наше видение будущего были отмечены предсказаниями Самуэля Хантингтона о столкновении цивилизаций или Фукуяма о конце истории. Но реальность нашего мира вышла совершенно иной, ближе к видению Орвелла. Основные новые угрозы изменили наши взгляды на мировой порядок, и теперь они требуют, чтобы их последствия учитывались в учебных программах международных отношений. Несколько слов о основных угрозах. Первое, прежде всего, это война у нашего порога. Кто мог предсказать, что нация, наиболее пострадавшая от Третьего рейха, повторит свою модель и вступит в бессмысленный конфликт? Во-вторых, глобальное потепление, которое угрожает будущему наших детей и масштабы которого мировые лидеры отказываются признать. Потом оружие массового поражения и прежде всего проблемы ядерного распространения и появления новых видов оружия с пугающими возможностями. Что касается последнего пункта, то следует отметить, что эти вооружения не изменяют общего баланса стратегического, но что они приводят к значительному сокращению времени реагирования и, следовательно, к чрезвычайно высокому риску случайного возникновения войны. Давайте также упомним перспективы, предлагаемые тройкой: искусственный интеллект, квантовая наука и робототехника, с риском увидеть, как определенные технологии ускользят от своих авторов. И, конечно, наконец, генетика и биология, которые предлагают возможности для манипулировать человека. И это без больших средств. Вот. В этом новом мире два крупных раскола способствуют дестабилизации мирового порядка. С одной стороны, раскол между более богатыми, которые все богаче, и миром бедных, у которых больше нет перспектив. А второй, с другой стороны, это доступом к новым технологиям, которые сейчас недоступны большинству стран в мире. Для таких государств, как Кыргызстан, это означает, что есть только два пути: стать протеже большого государства или бороться за то, чтобы держать голову высоко, и именно на уровне этого второго варианта преподавание международных отношений приобретает всю свою важность. Помимо ведения традиционной дипломатии, необходимо предусмотреть многоразмерные ведения международных отношений, которые учитывают взаимосвязанные аспекты новых угроз и позволяют приготовлять политических лидеров на все более сложные переговоры. Работа университета должна помочь определить потребности в навыках и приоритетах для действия и также объяснить реальные проблемы, поставленные на карты будущих переговоров. В дополнение к необходимости расширения тематики с привлечением других дисциплин, вероятно, было бы интересно организовать специализированные курсы для экспертов по международным отношениям с тем, чтобы дать им четкое предоставление о новых технологиях. Эти несколько слов являются мечтой и иллюстрируют мою твердую уверенность в моем факультете.
В заключение я хотел бы сказать более личные заявления. За эти годы я видел группу преподавателей, всегда готовых отдать лучшее свое своим студентам. И это с зарплатами, которые, к сожалению, я даже не могу сравнить с зарплатой грузчиков трудовой. Это чудесные люди. Я просто хочу сказать им большое уважение и поблагодарить их за все, чему они меня научили. Наконец, в этом зале есть два блестящих человека. Ирина Парижанова, без которой наш факультет никогда не имел бы связи. И Светлана, моя супруга, которая всегда поддерживала мои капризы и всегда меня сопровождала. Вот.